В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. День охотника празднуют сегодня в Якутии. Старт в космос. Школьники из Нерюнгри принимают участие в республиканской олимпиаде. Якутский фильм о снайпере рядовой Черин покажут в районах республики. Правительство России утвердило государственную программу социально-экономического развития арктической зоны страны. На реализацию госпрограммы с этого по 2024 годы предусмотрено более 19,5 миллиардов рублей, из которых около 3,5 миллиардов рублей в 2021 году. Программа намерена обеспечить конкурентоспособные условия для инвестиционных проектов в Арктике, нормативно-правовое регулирование социально-экономического развития зоны, а также создать новые рабочие места и условия для устойчивого развития коренных малочисленных народов. Завтра геологи России отмечают профессиональный праздник. Алмазная геология всегда выделялась в особую категорию из-за специфики. Уже 30 лет геологи работают под крылом Алроса. Они ищут алмазы не только в России. Год назад в орбиту деятельности компании вошла территория Зимбабве. Как и в каких условиях там идет работа и когда отмечают День геолога африканские коллеги, знает Роман Муконин. На дворе 21 век, а технологии поиска алмазов остаются прежними. Под палящим солнцем, по щиколотку в воде, с ведрами в руках геологи ищут ценные кристаллы. В этот раз в центре внимания юг Африки. Алроса создала совместное предприятие с правительством Зимбабве. В поле вышли в июле прошлого года. Первые результаты интересны, они оптимистичны. Мы действительно установили алмазоносность обнаруженных кимберлитов, провели широкомасштабные геофизические работы, выделили новые аномалии для заверки бурений. Ну и с надеждой смотрим как раз на этот год. Для нас он будет во многом ключевым. Геологическое строение территории Республики Зимбабве весьма интересно для геологов Алроса. Здесь не только другая структура. Месторождения образовались в разное время. Для трубок Якутии это не характерно. Основной лагерь ученые Алроса раскинули в бассейне реки Лимпопо. Но курортными условия здесь не назовешь. Температура летом доходит до 50 градусов. Вокруг богатый животный и нередко опасный мир. И сложные условия для передвижения. Несмотря на большой объем работ, в профессиональный праздник геологи из России соберутся вместе, но пока без местных коллег. Наши зимбабвийские коллеги в целом, они не отмечают День геолога, День российского геолога, но также и у них такого профессионального праздника нет. Это задача, над которой мы работаем. И в дальнейшем мы будем вместе с нашими зимбабвийскими коллегами, работниками отмечать День геолога. Станет ли 4 апреля днем геолога в Зимбабве, покажет время. Но то, что у Алроса и зимбабвийской государственной алмазодобывающей компании сложились особые доверительные отношения, отмечают многие. Всего за год своего присутствия в Зимбабве дочернему предприятию Алроса, в отличие от конкурентов, разрешили работать по всей стране, выделив самое большое количество перспективных поисковых участков. Роман Муконин, Олег Граханов, телеканал «Алмазный край». В Якутии проведена авиаразведка по затороопасным участкам на реке Лене. Инструментальное измерение толщины льда осуществлялось с применением технологии георадиолокации специалистам Института горного дела Севера имени Черского. Результаты будут направлены в территориальный центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций Службы спасения республики для уточнения прогноза. День охотника отмечают сегодня в Якутии. Праздник был учрежден в 2012 году. Глава республики Айсен Николаев поздравил всех любителей охоты. Он подчеркнул, что для якутян это особый день, так как охота тесно связана с нашей культурой и верованием. Большую роль она играет и в воспитании детей. Мы учим сыновей, будущих отцов бережно относиться к природе, любить окружающий мир. Неписанным законам жизни передаем накопленную веками мудрость народа. Таким образом сохраняется культурное наследие и преемственность лучших охотничьих традиций и обычаев, говорится в сообщении.
Педагоги школ Мирнинского района поделились опытом в преподавании основ религиозной культуры и светской этики. В Айхале прошел педагогический фестиваль «Духовная весна». Мероприятие объединило более 50 работников образовательных учреждений. 9 лет назад уроки культуры и светской этики ввели в школьную программу. На фестивале педагоги рассказали, как формируют нравственный образ ребенка и прививают любовь к культуре разных народов. Участники поделились формами работы с родителями и детьми, примерами моделирования занятий, провели разные мастер-классы, показали авторские видеоуроки. Лучшие практики педагогов отметили дипломами. Особое внимание участников на фестивале привлекла выставка «Добро в объективе». На десятках фотоснимков запечатлены только добрые моменты из жизни. За годы преподавания сложился определенный опыт, и поэтому родилась такая идея провести методический фестиваль, который включал в себя две формы: очную форму защиты и представления методической работы, и также можно было прислать в дистанционном формате различные методические наработки. Мы благодарим, конечно, те образовательные учреждения, которые откликнулись. Юноармейцы отряда воздушно-космических сил и учащиеся старших классов информационно-технологического лицея 24 города Нерюнгри принимают участие в республиканской олимпиаде «Старт в космос». В отряде юноармейцев ребята получают базовые знания об авиации, космосе и ракетной технике. Продолжит Екатерина Павлова. Отряду юноармейцев имени Героя Советского Союза, выдающегося полярного летчика Михаила Васильевича Водопьянова на базе информационно-технологического лицея номер 24 в Нерюнгри чуть больше года. Цель движения – вызвать интерес у подрастающего поколения к географии и истории России и ее народов, героев, выдающихся ученых и полководцев. За этот год у нас уже вступило в ряды еще 7 человек, и наш отряд стал еще больше. И мы планируем вступление уже в мае младшего состава. Там будет около 10 человек еще. Это очень популярное движение. У нас в школе ребята хотят вступать в юноармейский отряд и продолжать вот это дело интересное. Сегодня воспитанники юноармейского отряда и школьники 8, 9, 10 классов ИТЛ-24, всего более 50 человек, участвуют в республиканской олимпиаде «Старт в космос». 1 апреля участники олимпиады дистанционно в течение 2 часов выполняли тестовые задания онлайн по математике и физике. Задания были достаточно сложные, где-то на 7 из 10. По сравнению с ОГЭ и с ЕГЭ это очень просто. На мой взгляд, мы справились с командой, с заданиями, но нам еще неизвестны результаты. Сегодня, 2 апреля, участники Олимпиады будут выполнять задания по английскому языку и тест по истории и современному состоянию отечественной космонавтики. Согласно положению Олимпиады, победителей ждут разнообразные награды: посещение запуска космических аппаратов с космодрома «Восточный», профильная смена «Старт в космос» летнего образовательно-оздоровительного лагеря, участие в образовательной программе научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина. Результаты Олимпиады будут известны 10 апреля. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. Новый медиапроект «Школа драматургов Арктики» стартовал в Якутске. Запуск был дан с мастер-класса российского писателя Андрея Геласимова. Накануне все желающие могли принять участие в подготовке вопросов для интервью с писателем. Авторам самых интересных из них Андрей Валерьевич вручил в подарок книги со своим автографом. В первый день школы на платформе Zoom прошли обучение от библиотек Санкт-Петербурга и Нюрнбергского драматического театра. Также будут проводиться мастер-классы и дискуссионные площадки. Проект создан при поддержке Фонда президентских грантов. Будет 7 мастер-классов в течение всего месяца. И получены очень интересные вопросы от наших читателей. Я думаю, что получится любопытный разговор вообще о современном состоянии драматургии. Есть сайт «Школа драматургов Арктики», так и называется. Помимо этого, кто хочет увидеть вообще все эти прямые эфиры, тот может зайти на YouTube-канал Музея России «Моя история». Итоги этой школы будут подведены уже в мае месяце, в Ночь музея. В этом году комсомолу Якутии исполняется 100 лет.
Так, 25 марта 1921 года в Якутске начала свою работу первая губернская конференция, которая положила начало славной истории якутского комсомола. В честь знаменательной даты молодежь, ветераны и общественность республики возложили цветы к памятнику комсомольцам в Якутске. Вот исполнилось 100 лет. За этот период времени было молодежью и комсомолом сделано очень много. Это и крупнейшие стройки, и освоение целинных земель. Нужно сказать, что и в культурной жизни молодежь, и в общественной жизни играла, и в спорте, безусловно, очень важную роль. Ряды комсомола в пик организации достигали почти 130 тысяч человек, и они объединяли всю активную часть молодежи нашей республики. Конечно, сегодня я, как старший человек, ностальгирую по такой большой общественной организации, которая сплачивала всю молодежь. Фильм Дмитрия Кольцова «Рядовой Черин» в эти дни впервые покажут в Алданском, Нерюнгринском и Мирнинском районах. Напомним, что фильм вышел в широкий прокат с 11 марта. Он снят по мотивам повести якутского писателя-фронтовика Тимофея Сметанина «Егор Черин». Действие происходит осенью 1943 года. Это фильм с захватывающими динамичными сценами и закрученным сюжетом, с яркими персонажами и близким нашему зрителю юмором. Это кино способно обратить внимание молодого зрителя на героев, которые совершили настоящий подвиг. Мне, в принципе, понравился этот фильм. Он о войне и о рядовом Черине, который был очень храбрым и смелым. Его считали все очень метким. У него помимо этого еще были напарники, которые были тоже очень храбрые и смелые. Эмоции вызывают такие более и радостные, и в одно время такие насторожительные. Рассказывает, как было тяжело на войне. И он слишком был боевой. И мне очень нравятся спецэффекты. Продюсеры очень сильно постарались. Я оцениваю это на 5 звезд. Просто крутой фильм. Якутская легкоатлетка Сардана Трофимова сегодня пробежит чемпионат России по марафону. Старт был дан в 13:50 по якутскому времени. Четырехкратная чемпионка страны в год проведения Олимпийских игр вновь постарается доказать свое лидерство среди российских атлеток. Соревнования проводятся в Сочи, на Сочи автодром. Отмечу, что прямая трансляция доступна на YouTube-канале Федерации легкой атлетики России. В эти минуты в Якутске завершился первый период игры полуфинала чемпионата республики по хоккею между командами Алдана и Мирного со счетом 10-1 в пользу команды Мирнинского района. Также сегодня в 19:30 состоится трансляция встречи сборных Якутска и Нерюнгри. А завтра наш телеканал будет транслировать финальные матчи, которые пройдут в 11:30 и 14:30 по местному времени. Трансляцию также можно посмотреть на сайте yak24.ru во вкладке «Прямой эфир» и в мобильном приложении НВК Саха. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий в республике и за ее пределами. Не переключайтесь.